Доброе утро! Сегодня 4-й день моего велопохода по западному Татарстану. Татарстанская кругосветка. Вот уже собрался, 7:30, и я по традиции в это время уже выезжаю. Сначала поеду в церковь, посмотреть, говорят, она там новая, интересная. Также выкину мусор по дороге, может быть там где-то воду еще встречу наберу. Современный храм в Старом Дрожжаном называется храм преподобного Сергия Радонежского. Ну, то есть душу вкладывали в его строительство. Ну, единственное, территорию еще не доблагородили, тут бы деревьев не хватало. Всегда где храмы, райские сады какие-то. И вот эта церковь, она больше, да, на московский стиль какой-то похожа. Не знаю, здесь в Татарстане что-то подобного не видал пока. Главной достопримечательности озеро под названием Макатуй, или место для празднования Акатуя. Интересный мост. Казалось бы, зачем близко все, вот буквально лишних 200 метров мост. Ну это вот такой арт-объект, что сказать. Пожалуйста, посмотрите. Настоящий якорь. Состав. Веретено, лапы, ТРН, ЧК, шток, брамшкот, брамшток. Морская тематика. Вода зеленая такая. Достопримечательность на ровном месте. Помочь на дорогу в этой церкви, поднялся больно, посмотрел там автоматический колокол. Ну и вот Петр непосредственно меня везде провел, показал воду, там очень чистая вода родниковая, прям набираешь, жажду утоляет, такая прям супер вода. Вот. Ну и в гости даже приглашал, то есть вот такие вот люди здесь открытые. Это вот чувашское село. Тут на трассе, позавтракать хорошо. И тут меню меня привлекло: шурпа, лагман, в общем, все, что я люблю. Что, вот так вот оно выглядит замечательно. Пахнет ароматно. Лепешка. Да, ну не свежая, конечно, но все же самса вот в таком виде подогретая. Сейчас от кафешки я поднимался, 2 подъема было таких нормальных, ну и спуски тоже. Добрался до Убеев, тут столько этих Убеев, поехал в Старый Убей, вот Убей, мне сейчас нужно повернуть налево. Буду доезжать прямо до Чувашии, по-моему, даже заеду в Чувашию. Вот, и потом будет поворот на Буинск в том же направлении, к сумме где-то еще километров 50 до Буинска. Да, и, кстати, Убей — это родина генерал-майор, по-моему, он Дементьев. Был министром авиастроительной промышленности в советские времена, дважды герой социалистического труда и так далее. То есть, ну, великий человек. Да, кстати, жарковато, солнце прям палящее, это, скорее всего, дождь и будет, да, потому что, ну, такое солнце, вот влажность высокая, ветер плюс раздует, надует. Еду я по Убеи.
По дороге прямой. Вот такие вот убеи. Ну да, дома тоже новые, все в ряд идут. На татарскую деревню похоже. Да, и вот такая церковь в Убее, тоже новая. То есть этот район весь застраивается церквями. Магазин любимый. Есть школа даже. То есть село как село большое. Но большая часть населения всего же тут чуваши. Вот еще одно место достопримечательное. Здесь дома старинные стоят. Вот такого вот вида. И памятная табличка. В этом доме жил Хованский Виктор Иванович. Площадка для празднования. Выкошена трава там, бревна. Для сабантуя, катуя, наверное, чувашского. Итак, я поднялся в татарские Убеи. Вот это село. Оно старое. Здесь дома деревянные, ничего нет. В обычных Убеях получше, в малых похуже и в татарских еще хуже. Вот это все Убеи. Ну и дорога здесь убитая, его еле как забрался. Сдувает. Одеться пришлось, не хочется промокать. Такие вот дела. Прошел дождь, весь намок, еду. Заблудился опять. Блин, непонятно вообще, куда доехать, что делать. Ужас, блин. Вроде кончился дождь. Стало получше хотя бы. Тут, оказывается, по полевой надо ехать. А я-то еду, блин, дальше уехал на целый километр. Думаю, куда мне вырваться, аж он туда спустился. Ну, правильно поехал, не знаю. Плохо навигатор, конечно, Maps.me по полевым дорогам ведет. Тут сейчас после дождя все так свежо. Пахнет тоже свежескошенными вот с хлебом. Заехал в Чувашию. Здесь одна деревенька, Красный Вазан. Колоритная достаточно. О. Это Чуваш. Красивый парк. Наверное, километров на 50 видимость, то есть реально очень далеко прям. Все видно, и старые дрожжанные вижу вдали, то есть как минимум 30 километров, и дальше еще Чувашию видно. Село Черкас, Никольская, Чувашия. Когда республика Татарстан повернул в нее, и мне сейчас ветер прям в спину будет четко, красиво. Ура, я это заслужил. Сейчас буду нагонять километраж. И в Буинске уже будет 80. Там до Апастово можно 30 километров на
автостраде проехать. Вечером не такое движение сильное. Ян-Туган, Ин-Туган. Деревни с таким названием часто в Татарстане случается. Я не знаю, Туган как бы родной, Ян, не знаю, ну как что-то родной уголок, может быть, что-то в этом роде. Не деревня, а какой-то музей. Все дома разнообразные. То ли я по татарским деревням искусковался, то ли здесь реально круто. Ну смотрите, какой забор отделанный. Деревенька Ташкичу, каменный брод. Сделали оградку, вон посадили кур, гуляют, они никуда не уходят. Ну и дом, конечно, шикарный. Бабушки ходят. Здесь смешанная, похоже, деревня. Та более ухоженная была предыдущая. А до Буинска всего лишь 30 километров осталось. Вот здесь вот очень опасная зона. Мелким щебнем все посыпали. Дорожники, машины проезжают, все летит. И все летит на меня. Вот этот молодец объезжает. Вот тут, блин, ноги проносятся прям. И все в меня, и все в меня. А повезло мне с дождем. Вот он мимо прошел, похоже. Я вот, оказывается, еду вдоль леса. Этот лес вот так вот уходит в сторону Чувашии, прям на границе с Татарстаном. И это вот является продолжением Чуваш-Вармане. Конь на меня смотрит. Как сейчас у Ямбулатова на въезде. Ребят, вам не кажется, что это похоже на Придуралье? Такие же утесы, сосняки, подъемчики. Это всего лишь Буинск, Татарстан. Здесь 20 км каких-то еще. Конечно, оправдывает свое название. Здесь храм в таком неоклассическом стиле. Я думаю, старинный. Тут еще он деревянный купол сохранился. Леса стоят, реконструировать хотели 100 лет назад. Огромная колокольня. Рост как 10, наверное, 15 метров. Это сколько? Метров 10-15. Закрыто с этой стороны. Понятно, может, обрушится. Смотрите, потолок видно, что прохудился, а вот рамы сохранились, деревянные не сломаны, не сдали. Ну, рано или поздно его восстановят, я думаю. Постройку делали, чтобы, может быть, сохранить просто. Внутри даже шторками все закрыто, то есть решетки, поэтому туда никто не входит. Купол сохранился. Смотрите, как-то
А самое интересное, вот тут деревянный купол, конечно. Такое наследие надо беречь, как-то сохранять. Купол не ломать, где-нибудь в музее выставить можно. Вот, коровы по традиции пасутся. Пока что я делаю? Пока дождит, решил сделать чай, есть бутерброды. Все будет быстро. Ну вот, чай почти готов. Закипает. Все закипело. 5 минут хватает. Пусть покипятится. Хорошая вещь. А вот и хвойняк. Отличнейший. После дождя опять попал, и запах стоит прям мощный. Вот это Чуваш-Вармане, продолжение целой линии идет вдоль границы Чувашии и Татарстана. И тут крайняя ее часть, с этой стороны небольшой лесок под названием Муланур-Вахит. Планирую через это село ехать, не смотрел. Посмотрите, напишите там. Вообще ничего не знаю. Но раз в честь него село называют, значит известный человек. И улицы Вахитова кругом. Добрался до Альшихова. Ну, просто показать, что есть такое село. Там было написано Алышихова, оказывается Альшихова. Я еду сдалека, читаю Альшахова. Ничего себе, думаю, одни шахи тут жили, что ли. Колокола. Территория, вижу, сразу ухоженная. Церковь Пресвятой Великомученицы Маргариты. Построена на средства Леонида Михайловича Ефракима. Сколько сегодня церквей видел, но такой я, наверное, никогда еще не видел. Это нетипичное из дерева, плюс обсажено, тут все ухожено. В 2000 году ее возвели. Так, снова железная дорога. Вот. Да. А вот тут вот уже Буинск. Вон видится элеватор. Вот это Мещеряково сейчас проеду, и будет трасса. Осталось какие-то километры. Вот такая тут дорога. Альтернатив на Апастово нет, по ней надо будет ехать. Сейчас вечером, может, трафик спадет. Фур, по крайней мере. Поеду, наверное, в сторону мечети сейчас. Выглядит круто, конечно. Видно, что современное, но смотрится как такая крепость издалека. Центр показывает в ту сторону. Дома разные абсолютно. То есть одноэтажный в основном город. Сейчас в центр поеду, может там что будет. А вот это вот буинские велодороги, блин. Ужас, невозможно по ним ехать нагруженным. Так что выезжаю на асфальт. Достопримечательность сойдет. Один глаз такой, другой такой. Привет, собачка. Как дела? Как дела? Красавец. Что-то вообще никто ничего не подскажет, ничего нету тут интересного. Надо, значит, выезжать на дорогу потихоньку, не торопиться. Может, в Апастово что интересного будет. Колонка в центре. В таком вот павильоне с витражами. Святая вода. Церковь увидел высокую со шпилем. Где-то я подобное видел. Центральный парк, его сейчас ремонтируют, все закрыто. Да, конечно, для города театр сайдингом отделан. Это совсем мувитон. Даже свой логотип есть в театре, актеров вывешали. Сейчас дальше вверх пойду, параллельно трассе. Буду смотреть достопримечательности.
Не знаю, что за здание 1888 года. Сейчас посмотрю. На пересечении улиц Космовской, вот я по ней еду, и Ленина. Ну, кстати, другого выхода нет, как ехать по одной из центральных улиц, вот, которая пересекает город весь, и смотреть какие-то достопримечательности. Ну да, 140 лет зданию, сохранилось хорошо, не написано ничего. Какую-нибудь памятную табличку, что это, как это. Двухэтажное здание, ну не знаю, может быть школа, лицей какая-то музыкальная. Сейчас тут ничего тоже нету. Единая Россия, муниципальное бюджетное учреждение централизованной бухгалтерии Буинского района. Ну, короче, министерские здесь заседают. Улицы очень узкие, опасно ездить. Народ неуступчивый, много не местных. И будьте готовы, что вас тут, блин, задавят нафиг. Формы. Вот, тещины блины, пицца, блин, роллы. Еще татарской приготовили. Туалет мощнейший. Вот детская площадка. И вторая площадка. Ну, наверное, хорошо на траве. Просто со вкусом. Это по плитке едешь, она трясется, ё-моё, не сделано. Вот молодежь резвится. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. 100-я мечеть в коллекцию моих мечетей из Татарстана. Оценивайте сами. Верх мне нравится. Постройка из такого кирпича, но опять же не очень. Как-то здесь уже чувство города и чувствуешь закрытость людей. Наверное, многие работают. В общем, не понравился мне Буинск. Пока что. Еще есть шанс исправиться. Что-то я запутал, чуть не уехал в другую сторону от Буинска. Ну, сейчас вот по этой дороге 30 километров еще пилить. Тут, кстати, множество кафешек, заправки. Вот такой поток здесь и вот такие подъемы. Блин, честно говоря, опасно все это. На 30-километровый участок я уж должен безопасно пролететь. Не знаю. Вот тут, конечно, какая свияга. Немножко побольше, пошире. И такая огромная. Ну все, та же река. Блин, опасно. Я буду ждать окон и спускаться и ехать. А иначе меня нахер расшибут. Вот такие подъемы около Буинска и спуски. Тут машины на таран идут. Я, наверное, немножко здесь перепугался. А вот это красивейшая надпись. Сейчас, может быть, не очень видно. Из-за облаков кажется, что время 8-9 час, но еще только 7 час. 22 километра осталось до поворота на Апатово. Ну, в принципе, приспособился. Рисковать не буду. Все сзади прекрасно видно, кто едет, что едет, с какой скоростью. В реке причаливает, наверное, свияга тоже такая, там вон рыба плещется. Здесь едешь, вот эти ивы, сосенки. Прикольно, закат. Уже почти 100 километров за сегодня. И Большое Фролово. Вот, подъем тоже почти закончен. Тут вот такой мемориал. Непонятно, дети что ли погибли в аварии. Прям много.
Вот, сейчас будет спуск снова. И опять подъем. Ну, осталось 15. В принципе, немного. Если нормально выползется дорога, я быстро доеду. Итак, Тюбяк-Щелки. И я почти что доехал до Апастово. Тут вот сейчас активное движение, немножко отдыхаю. 9 километров, быстро пойду. Посмотрите, какой там закат ярко-красный. Апастовский район. Это, по моим подсчетам, уже 6-й район. Вот такая движуха все равно. Вечер, не вечер. Но мне чуть еще полчасика покрутить, и я буду в Апастово. Вот Апастово. Блин, не знаю, что там есть в Апастово. Я посмотрел по карте. Там, походу, вообще по нулям все. Ни магазинов, ни кафе. Деревня, короче. Ну, такая татарская деревенька. Сельская жизнь процветает и все. Вон поля кругом. Ну, вот, кстати, дорога на Тетюши, блин. С Буинска выезжал на Тетюши 35. Тут 35. Там еще где-то 35. Короче, Тетюши это какой-то Бермудский треугольник. Куда не поедешь, 35 километров в Тетюши попадешь. И пропадешь. Так, ну в Буинске видел что-то подобное. И здесь так оформили источник. Вдоль Казанки много источников, но их таким образом никто не оформляет. Фонтан даже бьет. Ну, напор небольшой, видно, что. Все, сейчас воды поменяю, наберу новый. И поеду. Вон, кстати, еще одна интересная вещь. Колодец какой-то. Ну, тоже символ источника. В общем, в Апастово будете, не пропустите это место 100%. Это въезд в Апастово. Тут Янали написано деревенька. Дальше само Апастово, как я понял. Все, уже настоящее Апастово. Встречает встречетью. Здесь, блин, такой подъемище был. Вон трасса, ее даже выше ее этой трассы поднялся, что, наверное, отсюда Казань можно разглядеть за тем бугром. Вот это высоко. А сейчас опять спуск будет. У меня 1,5 километра, буду искать в центре кафешку. Да, с этими лапками. Прямо. Ага. Мусы Джалили, это улица, да. 450 метров, поверните направо. Сейчас поем, потом это прогуляюсь по ночному подсвеченному Апастово. Так даже лучше. Народу немного, тишина, покой. Вот вроде говорят, тут даже домашняя кухня есть. Я понял, работают. Меню полное, и по стоимости рублей на 200 можно комплексный обед поесть. Вот такие уютные места для отдыха, плюс разные напитки, бар, тут реально пиво продают. И можно помыться, иди сюда. Превратился немного в человека. Ну что, вот моя вечерняя трапеза. Нашел нормальное кафе. Тут и первая лапша, и второе. Картофельное пюре с гуляшом. Вот такой хлеб, чай. Нормально поел. Ну и спать на боковую. Круто. Не ожидал. Это мне показала молодежь, как раз таки я познакомился с Расимом из Апастова в кафе. Обещали приютить на ночлег. Ну, я, в принципе, согласился, чтобы завтра рвануть до Свияжска и меньше времени на сборы тратить. Встал, поехал.
неплохо выглядит. Мне кажется, вся подсветка Вапастова, она вот здесь срослась. Вот. Что еще, говорит, стенды там есть много всяких. В общем, очень много различных исторических тем. Вот беседки, где молодежь отдыхает. Здрасте. Да, ну вас не видно. Итак, Расим. Да. Сигарет еще курит. Ага. Спорт. Блин, вряд ли что видно Привет. будет. Так, как вас зовут? Данил. Данил. О, приятно. Меня Валера. Вас? Карим. Карим. Динар. Динар, уже знакомы. Так, Ильнас. Ильнас, очень приятно. Вас, парни? Айнур. Айнур. Фаиль. Рафаэль? Фаиль. Фаиль. Так, Камиль. Камиль. А вот... Так, кто еще, пожалуйста, я не против. Так. Мемориал героям, как я понял, афганской войны. Те, кто ушли и не вернулись, 85-89 годы. Неплохо. Очень много, да, здесь посвящено именно войнам, Великой Отечественной войне там, и так далее. Ну, то есть, например, Башкирии, там, Давлеканова того же, да, там такая история, везде оттуда людей берут какие-то войска, много кто на войне Великой Отечественной сражался, на афганской и так далее. Тут тоже так же. Еще один мемориал. 70 лет Великой Победе. Все вот те, кто в 44 году умер практически, ну, за недолгое время до победы. Такие вот фонари, надеюсь, на камеру будет видно, насколько это приятно и красиво выглядит. Очень хорошо, можно гулять. Блин, каждый поселок, каждый районный центр удивляет чем-то. Кроме, получается, Буинска, что ли. Здесь передовики района представлены на стене. Я был бы не против, если бы у нас где-нибудь в Карасу что-нибудь подобное сделали. Там моего отца или кого-то выложили. Я уже не первый фонтан вижу. В Апастово на въезде было. Он подсвечивается. ВДВщиком можно купаться. Ну, молодцы. Удивили. Да, какое-то средство специально для пены. О, ничего себе, женщинам-трактористам посвящается. Их фамилии. Улица Ленина есть, точно знаю, там и там. А вот Ленин сам, скорее всего, тоже. Первые лица Татарстана с 20-го года. Различные скульптуры, посвященные разным темам. Это матерям, по-моему, потерявшим детей или что-то в этом роде. Так, вот еще что-то. Заслуженные работники Республики Татарстан. Скорая гоняет, улица Красной Армии. Тут какие-то скульптурки стоят. Ну, тоже интересно. Ну что сказать, приятные впечатления, приятные, почему бы и нет. Сделано все добротно, с душой. Ничего не забыли, никого не забыли. Поезжайте в Апастово. Еду к Расиму, который меня согласился приютить, блин. Тоже знал, что это на выезде будет. 2 километра еще в подъем шарашить.
такая нож путешественника.